В предыдущем уроке были рассмотрены глаголы в настоящем времени в первом и втором лице единственного числа. В этом уроке мы рассмотрим все формы глаголов в настоящем времени. Глаголы первого спряжения оканчиваются на «ины». Например, «карыны» — «делать». После отбрасывания «ины» остается основа, точнее краткая основа. В данном случае «кар». С помощью этой основы и соответствующих аффиксов образуем формы настоящего времени. Мон каришко – я делаю, тон каришкод – ты делаешь, со каре – он делает. Со также значит она и оно. В удмуртском языке нет грамматической категории рода. Ми каришко мы делаем, ты каришкоды вы делаете, соос каро они делают. Суффиксы первого и второго лица единственного числа «ишко» и «ишкод» нам уже известны. Чтобы получить суффикс первого лица множественного числа, просто прибавляем к «ишко» «мы», получается «ишко» «мы». А чтобы получить суффикс второго лица множественного числа, прибавляем к «ишко» «ды», получается «ишко» «ды». В третьем лице суффикс «ишко» отсутствует. В третьем лице единственного числа орфографически имеем «е», а в третьем лице множественного числа «о». Здесь необходимо отметить, что в третьем лице единственного числа в форме «со каре» он делает «р» твердое. Нельзя произносить «со каре» с «р» мягким. Дело в том, что в удмуртском языке мягкого «р» просто не существует, поэтому «е» не может его смягчить. Просто по орфографическому соглашению мы пишем здесь не а «е». Так же, как, например, в русском слове «цена» мы пишем после «ц» «е», а не хотя «ц» у нас остается твердое, «ц» не бывает мягким в русском языке. Также «р» твердое в формах типа «каришко» перед «ишко». Нет необходимости ставить несмягчающее «и» с двумя точками, потому что «р» в удмуртском языке всегда твердое, его невозможно смягчить. Таким образом спрягаются глаголы с основой, оканчивающейся на букву, которая обозначает либо всегда твердые, либо всегда мягкие согласные. Это буквы, обозначающие согласные, и отличные от «д», «з», «л», «н», «с», «т». В удмуртском языке только эти 6 букв могут обозначать как твердые, так и мягкие согласные. Здесь для примера даны еще глаголы с основой на всегда твердые согласные. Дышать скыны учиться, пыжины испекать. И навсегда мягкие. Шокчины вздыхать, лобджины взлетать. Теперь переходим к случаю, когда после отбрасывания «ины» остается основа на «д», «з», «л», «н», «с», «т». Так как эти буквы стояли перед «ы», они обозначают твердые согласные. Суффиксы необходимо присоединять так, чтобы последний согласный основы остался твердым во всех лицах. В качестве примера рассмотрим глагол «я рад ины» – «любить». После отбрасывания «ины» получаем основу «я рад». Этот глагол спрягается следующим образом. «Мон я рад ишко» – «я люблю». «Тон я рад ишкод» – «ты любишь». «Со я рате» – «он любит». «Ми я рад ишко» – «мы любим». «Ты я рад ишкоды» – «вы любите». «Соос я рато» – «они любят». По сравнению с предыдущим случаем, здесь над «и» стоят две точки, чтобы «т» основа не смягчилась перед суффиксом «ишко». И также в третьем лице единственного числа употреблена буква то есть «со ярате», орфографически а не «е». Это тоже сделано для того, чтобы сохранить твердость основы. Если бы стояло «е» там, в третьем лице единственного числа, получилось бы «со ярате», что неправильно. Следующий случай,
когда после отбрасывания «ины» у нас на конце основы остается орфографически мягкий знак. Фактически это означает, что основа оканчивается на «д», «ж», «л», «н», «щ», «т». Здесь надо выбирать суффиксы так, чтобы основа во всех лицах сохранялась бы мягкой. В качестве примера выберу глагол «утины» — «воспитывать». Отбрасываем «ины», получаем основу «уть». Этот глагол спрягается так. «Мон утишко» — «я воспитываю». «Тон утишкод» — «ты воспитываешь». «Со уте» — «он воспитывает». «Ми утишко мы» — «мы воспитываем». «Ти утишкоды» — «вы воспитываете». «Соос утё» — «они воспитывают». Здесь во всех лицах суффикс «ишко» с «и» без двух точек, чтобы смягчать «т». Кроме того, в третьем лице единственного числа на конце орфографический «е», «со-у-те» — «он воспитывает». И в третьем лице множественного числа «соос-у-тё» — «они воспитывают». На конце «ё» орфографически. Про букву «ё» в форме «утё» надо немного пояснить. В форме «соос-утё» нам нужно поставить на конце «о» и еще при этом смягчить «т», то есть чтобы «т» было мягким, конечная согласная основа стала мягкой. Вот с этой задачей как раз и справляется буква «ё». И поясню чуть-чуть это на словах русских «ток» и «тёк». В слове «ток» «т» твердое, «т», потом «о» и «к». В слове «тёк» «т» мягкое, а та же самая «о» и «к». То есть эти слова отличаются не гласным, а первым согласным. То есть буква «ё» она смягчает «т», то, что нам как раз и нужно сделать в форме «утё». Здесь надо заметить еще, что в удмуртском языке точки в букве «ё» обязательно надо ставить, иначе просто будет неправильное слово, неправильная форма. Особо надо отметить глаголы, основа которых оканчивается на «и» краткое. Они имеют такие же окончания, как и в прошлом случае, но некоторые особенности в третьем лице. «И» краткая основы в этом случае присоединяется к суффиксу. Например, «со» — «вое» — «он приносит». «Е» и краткое вошло в «е». Или «соус вое» — «они приносят». И краткое вошло в «ё». Глаголы типа «тол-ены» — «зимовать» имеют еще дополнительную особенность. Там в третьем лице у глаголов появляется твердый знак из-за того, что в основе перед «и» кратким стоит твердый согласный. Теперь рассмотрим случай, когда после отбрасывания «ины» у нас остается основа, оканчивающаяся на гласную. Может быть основа на «и» и основа на «у». Сначала рассмотрим основу на «и». Например, глагол «щиины» — «есть, кушать». Основа «щи». Вот как спрягается этот глагол в настоящем времени. «Мон щиишко» — «я ем». «Тон щиишкод» — «ты ешь». «Со щие» — «он ест». «Ми щиишко мы» — «мы едим». «Ти щиишкоды» — «вы едите». «Соос щиё» — «они едят». Этот вариант совпал со случаем 3. Для основы, оканчивающейся на мягкий парный согласный. Теперь рассмотрим вариант с основы на «у». Например, «вуины» — «приходить». Основа «ву». Отличие от предыдущего случая состоит в том, что здесь в третьем лице единственного и множественного числа употребляются не-йотированные гласные. Не «е-ё», а «э-о». То есть «со-вуэ» — «он приходит»,
СОС в УО они приходят. Здесь приведена сводная таблица для образования форм настоящего времени глаголов первого спряжения. Формы выбираются в зависимости от того, на согласную или гласную оканчивается основа, от парности по мягкости последнего согласного основы. Эти варианты главным образом орфографические, но их знание помогает найти глаголы в словаре. Например, если мы видим форму «ижё», то мы понимаем, что это третье лицо множественного числа с мягкой основой «иж». И мы будем в словаре искать глагол в неопределенной форме «ижины» — «спать». Теперь перейдем к глаголам второго спряжения. Они оканчиваются на «аны» или «яны», и с ними все значительно проще. Откидывая «ны», получаем основу на «а» или на «я». Например, «ужаны» — «работать», основа «ужа». Этот глагол спрягается так. «Мон ужашко» — «я работаю», «тон ужашкод» — «ты работаешь», «со ужа» — «он работает», «ми ужашко мы» — «мы работаем», «ти ужашкоды» — «вы работаете», «сос ужало» — «они работают». Первое и второе лицо единственного числа мы уже знаем. Чтобы образовать первое лицо множественного числа, мы прибавляем к суффиксу «шко» «мы», получаем суффикс «шко» «мы». Чтобы образовать суффикс второго лица множественного числа, к «шко» прибавляем «ды», получаем «шкоды». Третье лицо единственного числа — это просто чистая основа, без всякого суффикса. А третье лицо множественного числа образуется с помощью суффикса «ло». Вот и все про настоящее время глаголов второго спряжения. Следующее видео будет об использовании глаголов настоящего времени с примерами. Спасибо за просмотр.